Победителями вышли команды и экипажи российских вооруженных сил. Однако иностранные гости в обиде не остались. Для них армейские игры стали настоящей площадкой для обкатки своих бойцов. Многие уже изъявили желание поучаствовать в следующих играх. При этом министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу пригласил поучаствовать в армейских играх и страны НАТО. В этом году программа была расширена до 32 состязаний. География и численность участников – 37 стран, 221 команда и чуть более 6 тысяч военнослужащих. 16 соревнований прошли на территории России, 4 приняла Китайская Народная Республика, 3 Казахстан, по 2 Иран и Белоруссия. По одному конкурсу прошло в Азербайджане, Индии, Монголии и Армении. Всего за 2 недели соревнований «Парк Патриот» посетили 100 тысяч человек. Всего же армейские игры собрали более миллиона зрителей. Пятые юбилейные армейские игры закрывала пилотажная группа «Русские витязи», а вечером небо над парком «Патриот» озарилось вспышками салютов. 15 салютных установок дали 3200 залпов. Шестидневные совместные военно-морские учения Китая и России прошли в городе Циндао, восточно-китайской провинции Шаньцзунь. В рамках направленных на проведение совместных действий по обороне на море учений «Морское взаимодействие-2019» стороны провели маневры по противовоздушной и по противолодочной обороне, а также спасательные операции. В рамках маневров экипажи провели стрельбы по мишеням, прицельные стрельбы по одиночным целям, соревнования, а также ряд мероприятий в области культурного и спортивного обмена. В учениях приняли участие 2 подводные лодки, 13 кораблей, самолеты с неподвижным крылом, вертолеты и десантные подразделения. Новые упражнения на учениях продемонстрировали взаимное доверие и понимание между военно-морскими силами двух стран. Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась 1 сентября в Кузбассе. В церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В училище кадеты будут получать основное и среднее образование с 5 по 11 классы. Кроме стандартного курса школьной программы, их будут готовить к военной и государственной службе. Кемеровское президентское кадетское училище – это типовой проект Минобороны России. В июне 2018 года президент Владимир Путин дал поручение Минобороны создать образцовое учреждение с учетом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны. После завершения строительства в кадетском корпусе смогут жить и учиться 840 кадетов на полном государственном обеспечении. В Санкт-Петербурге Сергей Шойгу торжественно открыл филиал пансиона воспитанниц Минобороны. Современный учебный комплекс на Бычьем острове возвели меньше, чем за год. К занятиям в вузе приступили 240 девочек, в основном все поступившие из семей военнослужащих. Именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц, 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования. В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения. Петербургский филиал пансиона поражает красотой и технологичностью. Огромный комплекс из стекла и бетона рассчитан на 560 учащихся. Просторные жилые комплексы и мягкий свет создают домашний уют. В классах установлено новейшее оборудование, где воспитанницы смогут проводить практические опыты, заниматься научными исследованиями. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заложили камень в основание учебно-воспитательного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Идею создания подобных центров поддержал Владимир Путин. В центре юноармейцы смогут проходить начальную военную подготовку, которая позволит им больше узнать о нашей армии, больше узнать о том, что им предстоит в случае, если они выберут для себя ратную службу. В самое ближайшее время подобные центры появятся по всей стране. Масштабный уникальный лагерь рассчитан на одновременное проживание и обучение 600 человек. Проект и концептуальные архитектурные решения разработали специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России. Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проходило с 16 по 21 сентября 2019 года на 6 общевойсковых полигонах, полигонах военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на территории Российской Федерации, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями прошли на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.
К участию в учении привлекались органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии, Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, воздушно-космических сил. Для отработки совместных действий привлекались воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индии, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. Всего в учении «Центр-2019» приняли участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. В практических действиях войск на полигонах в европейской части Российской Федерации были задействованы более 12 тысяч человек. Финал Всеармейского кинофестиваля игровых короткометражных и документальных фильмов «Кадетский взгляд» проходил в Севастопольском филиале Нахимовского военно-морского училища с 8 по 11 октября. В нем приняли участие представители из 31 довузовского образовательного учреждения Минобороны России. Они представили работы на тему «Путешествие по России. Я другой такой страны не знаю». Кроме основных победителей, среди авторов игровых и документальных видеоработ жюри отметило лучших сценаристов, режиссеров, операторов, монтажеров и звукооператоров. Параллельно для учащихся проходили мастер-классы по хоккею, самбо, дзюдо, волейболу от ведущих спортсменов ЦСКА. Фестиваль «Кадетский взгляд» проводился в 4-й раз. Ранее финал проходил в Оренбурге и Краснодаре. В 2020 году он состоится в Казани. Прошедшее осенью белорусско-российское учение «Щит Союза-2019» продемонстрировало совместимость вооруженных сил двух стран к выполнению общих задач. Учения с участием 12 тысяч военнослужащих двух стран стартовали в Нижегородской области в середине сентября. В них было задействовано более 900 единиц техники. Условные боевые действия военные вели в течение 6 суток. Все запланированные задачи, как они сами отметили, выполнили до запятой. Подобное масштабное учение проводится один раз в 2 года. 28 октября в китайском городе Ухань на центральном стадионе прошла торжественная церемония открытия 7-х Всемирных военных игр. В неофициальном общекомандном зачете сборная Вооруженных сил Российской Федерации завершила соревнования на 2-м месте. По итогам 12 дней соревнований российские спортсмены-военнослужащие завоевали 161 награду. Из них 51 золотую, 53 серебряных и 57 бронзовых. В составе сборной Вооруженных сил Российской Федерации на Всемирных военных играх в Китае выступили 257 спортсменов, 144 мужчины и 113 женщин. Церемония закрытия также повторила технологическую тему церемонии открытия Всемирных военных игр 2019 года. На протяжении всего 2-часового шоу стадион освещался передовой 3D-графикой, которая превращала пол в различные сказочные сценарии от логова Феникса до водопада джунглей, а потолок стал ночным небом с узорами и созвездиями. В октябре 2019 года в ходе впервые проведенного учения «Эшелон-2019» отрабатывались вопросы организации материально-технического обеспечения в интересах коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности. В учении, проходившем под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Андрея Булыги, принимали участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба. Всего в учении было задействовано около 900 военнослужащих и более 200 единиц техники. Специальное учение «Эшелон-2019» силами и средствами МТО государств-членов ОДКБ проводилось по единому замыслу с оперативно-стратегическим учением ОДКБ «Боевое братство-2019». В этом году главной площадкой Минобороны России на географическом диктанте стал Национальный центр управления обороной. Площадка приняла почти 1000 участников. Диктант в Национальном центре прошел под руководством статс-секретаря, заместителя министра обороны Российской Федерации Николая Панкова. В реальном режиме времени в Национальный центр поступала вся информация о ходе проведения акции и была установлена видеосвязь со всех базовых площадок Минобороны, от Курильских островов до Калининграда. Центральной площадкой
площадкой традиционно стал Шуваловский корпус МГУ, где диктант написал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Самое активное участие в акции приняли военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал, обучающиеся образовательных организаций военного ведомства и юноармейцы, жители военных гарнизонов. Географический диктант позволил не только проверить свои знания по географии, но и узнать новые интересные факты о нашей необъятной родине. 17 октября 2019 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. В учения были задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях. К участию в учении было привлечено около 12 тысяч человек личного состава, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники. Управление практическими пусками крылатых и баллистических ракет проходило из Национального центра управления обороны Российской Федерации. Совместное учение миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2019» прошло на таджикском полигоне Харп-Майдон, расположенном в 20 километрах от таджикско-афганской границы. В нем были задействованы коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. Учение состояло из двух этапов. В ходе первого коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности провели контртеррористическую операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. На втором этапе коллективными миротворческими силами ОДКБ была проведена миротворческая операция по поддержанию мира в этом регионе. За действиями войск наблюдали министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шарли Мирзо, министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермикбаев, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Учение проходило под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. Участниками «Нерушимого братства» были отмечены сложность и насыщенность отработанных вариантов действий войск, повышение уровня подготовки и боевого потенциала наших воинских контингентов. Учитывая нарастающую напряженность в мире и ухудшающуюся обстановку в Афганистане, участники учения выразили большую заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерских отношений и продолжении практики проведения совместных учений по разрешению вооруженных конфликтов в рамках международных организаций. В общей сложности в учении было разыграно 17 различных тактических эпизодов. Впервые в истории Вооруженных сил Минобороны России проводят экспериментальную программу подготовки офицерского состава. Право пройти ее получили лучшие из лучших. Для эксперимента отвели более 15 полигонов. Суть его состоит в том, что бойцы отряда проходят интенсивную подготовку для решения любых боевых задач, присущих в первую очередь подразделениям специального назначения и разведки.
Верховного Главнокомандующего, руководящий состав вооруженных сил и органов государственной власти, расширенное заседание коллегии готовы. Начальник генерального штаба, генерал Выбирай. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Добрый день, уважаемые товарищи. Последние годы мы проводим расширенные коллегии и другие значимые мероприятия в сфере военного строительства в Национальном центре управления обороны. Недавно, 19 декабря, Центру исполнилось 5 лет. За это время он стал эффективным инструментом управления армией и флотом, важным звеном межведомственного взаимодействия. Хочу поблагодарить всех, кто здесь служит, работает, кто создавал этот центр, пожелать всем успехов в обеспечении военной безопасности России. Сегодня в рамках расширенного заседания коллегии подведем итоги деятельности вооруженных сил в 2019 году. Обсудим, на каких задачах предстоит сосредоточиться в дальнейшем. Отмечу, что за 2019 год в развитии вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%. В РВСН начал поступать новейший ракетный комплекс, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард». Это оружие будущего, способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону. Важные шаги сделаны в совершенствовании систем управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Прежде всего, за счет внедрения новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации. Вы помните, в прошлом году мы говорили о необходимости сокращения времени принятия решения во всех звеньях вооруженных сил. Результат есть. Благодаря применению передовых технологий, интегрированных решений и новых алгоритмов удалось улучшить характеристики и повысить возможности системы управления вооруженными силами. Действовавшие ранее образцы вооружения и техники в воздушно-космических силах, ВМФ, других видах и родах войск последовательно заменяются на современные, в том числе основанные на цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Активно внедряются, осваиваются в ходе боевой учебы роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, что в разы повышает возможности частей и подразделений. Войска, используя новую технику, регулярно отрабатывают в ходе учений, маневров, внезапных проверок боевой готовности тактически сложные, нестандартные задачи. Так, ядерные силы убедительно показали свои возросшие возможности на учение «Гром-2019». Флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учения «Океанский щит». А на маневрах «Центр-2019» были впервые опробированы слаженно совместные действия национальных вооруженных формирований сразу с 8 государствами по решению антитеррористических задач. Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии. Так, авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные в том числе на аэродроме Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой стране. Что еще очень важно? Россия, благодаря качественно возросшим возможностям вооруженных сил, уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества. Так, с аэродромов в Южной Африке были выполнены полеты Ту-160 над западной частью Индийского океана. Вместе с китайскими коллегами впервые проведено боевое патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей. Значимым итогом года стало развитие системы военного образования и довузовской подготовки. Открыты еще 2 современных учебных заведения – Кемеровское президентское кадетское училище и филиал пансионата воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге. Добавлю, что все выпускники военных вузов 2019 года, а это более 14 тысяч
офицеров получили воинские должности в соответствии со своими специальностями. Это значит, что система военного образования в целом настроена на нынешние запросы вооруженных сил и на перспективу. Работает сбалансированно и четко, готовит новые поколения востребованных военных профессионалов, за которыми, безусловно, будущее нашей армии и флота. Уважаемые участники, коллеги, общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски. Так не спадает напряженность на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове. Вблизи наших границ расширяется военная инфраструктура НАТО. Серьезную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями. Причем, имею в виду не только слом Соединенными Штатами Америки договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под абсолютно надуманным предлогом, безосновательным абсолютно предлогом. С ноября текущего года Вашингтон создал неопределенность в отношении своего дальнейшего участия в договоре по открытому небу. Неясными остаются и перспектива продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Добавлю, что все это происходит на фоне роста потенциала глобальной системы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Мы же это видим, понимаем. В этой связи необходимо продолжить линию на укрепление и развитие армии и флота. И в 2020 году сосредоточиться на решении следующих ключевых задач. Первое. В конце 2020-го уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70%. Сейчас по отдельным видам и родам вооруженных сил такой показатель уже практически достигнут. По другим, например, по сухопутным войскам, предстоит продолжить интенсивную работу. Этот уровень, имея в виду 70% новой техники в войсках, важно достичь и стабильно поддерживать в будущем. Повторю, наша задача не в том, чтобы разово перевооружить армию и флоты и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологии. Вот сейчас только был на выставке, некоторые докладывают с гордостью, такая-то, такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам. Она должна быть, сколько раз я уже говорил, и представителям промышленности тоже. Она всегда должна быть лучше. Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья. Иногда. Это военная организация государства. Техника должна быть лучше. Мы можем этого добиваться. Добиваемся этого на ключевых направлениях развития. И так нужно по всем компонентам работать. Второе. В следующем году завершается подготовка плана обороны страны на 2021-2025 годы. В ходе этой работы надо в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы ее развития. Провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по применению и дальнейшему совершенствованию вооруженных сил. Третье. Как уже отмечал, в этом году США фактически разрушили договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поэтому необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных регионах мира. В первую очередь, разумеется, в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Да, мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы. Имея в виду перевооружение частей РВСН на современные комплексы «Авангард» и «Ярс», а морских ядерных сил на подводные ракетоносцы класса «Борей-А». И, разумеется, будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников. Четвертое. В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки следует вырабатывать новые, более эффективные способы применения войск, частей и подразделений. И положительные результаты незамедлительно внедрять в программы боевой учебы. Так, в рамках предстоящего учения «Кавказ-2020»
Особое внимание следует уделить подготовке штабов к руководству коалиционными группировками войск и сил, а военнослужащих к действиям в сложных географических и климатических условиях. Уважаемые товарищи, одной из ключевых и традиционно приоритетных для нас задач остается совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих. В федеральном бюджете предусмотрено, что в течение 3 лет их денежное довольствие будет ежегодно индексироваться. В 2020 году на 3%, в 2021-2022 годах на 4% соответственно. Одновременно увеличатся и военные пенсии. Планируется продолжить выдачу жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье. С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 миллиардов рублей. В ближайшие 3 года будет направлено еще около 113 миллиардов. Кроме того, продолжится и развитие накопительно-ипотечной системы. Важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих. От этого прямо будет зависеть эффективность вашей работы, нашей общей работы по развитию вооруженных сил. Уважаемые коллеги, среди вопросов государственного, общенационального значения ключевое определяющее место, безусловно, занимают задачи обеспечения обороноспособности России. Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надежная, гарантированная защита нашей Родины от любых потенциальных военных угроз. Мы не забываем уроки истории, гордимся нашими героями, помним наших павших бойцов и в наступающем году всенародно, торжественно отметим 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Для всех граждан России это святой праздник, символ мужества и героизма нашей армии, флота, всего нашего народа. Я знаю, что к знаменательному юбилею, только что сейчас тоже с этим знакомился, строится и главный храм вооруженных сил в Подмосковье. Готовится торжественный парад Победы на Красной площади и целый ряд других масштабных мероприятий. Уверен, что все они пройдут на высоком уровне. А вооруженные силы встретят 75-летие Великой Победы новыми значимыми результатами в обеспечении обороноспособности и безопасности России. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, весь личный состав вооруженных сил за четкое выполнение поставленных задач, за верность России и, конечно, желаю вам успехов по службе. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Товарищ Верховный Главнокомандующий, военно-политическая обстановка в этом году характеризовалась дальнейшим наращиванием военной силы. Военный бюджет Соединенных Штатов Америки в 2020 году впервые достигнет почти 750 миллиардов долларов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз. Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу Соединенных Штатов Америки 4 по 30. Предполагается 30-суточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилей, 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному 76%, по морскому 93%. По нашей оценке, полная реализация концепции 4 по 30 возможна уже к 2022 году. Готовность самолетов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов. В Прибалтике развернуты американские РЛС ПВО по обнаружению воздушных целей. Они позволяют контролировать наше воздушное пространство на глубину до 450 километров. Ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность. По сравнению с прошлым годом, вблизи наших границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24% морской. Проведенная Пентагоном в августе
и декабре испытания ракет средней дальности подтверждает факт разработки Соединенными Штатами Америки ракетных систем, запрещенных договором о РСМД в период его действия. Следующим шагом логично станет развертывание таких ракет в Европе и на Востоке. Также со стороны Соединенных Штатов нет определенности по дальнейшей судьбе договора о СНВ и договора по открытому небу. Не втягиваясь в гонку вооружений, но учитывая угрозы Министерства обороны и оборонно-промышленный комплекс продолжали выполнение планов, утвержденных Верховным Главнокомандующим по переоснащению вооруженных сил и повышению их качественного состояния. Перевооружение армии и флота. Все мероприятия, предусмотренные планом деятельности Министерства обороны и государственным оборонным заказом на 2019 год, выполнены. Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние 4 года. Поступление в войска более 6,5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%. Выполняется поручение президента Российской Федерации по оснащению стратегических ядерных сил принципиально новыми ударными системами. Уровень современности в ракетных войсках стратегического назначения превысил 76%, а в ядерной триаде составляет 82%. На этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетными комплексами «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Еще 3 ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Завершено развертывание лазерных установок «Пересвет». С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах 5 ракетных дивизий РВСН. Авиационные стратегические ядерные силы пополнились 5 модернизированными ракетоносцами. Успешно завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Князь Владимир». Виды и рода войск вооруженных сил в этом году получили 624 единицы танков и других бронированных машин, 143 современных самолетов и вертолетов, 13 космических аппаратов, 1 подводную лодку, 8 надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, 4 береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион», более 10 тысяч единиц современной техники связи. Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад сухопутных войск на комплекс «Искандер». Осуществлен запуск 3-го космического аппарата «Купол», единой космической системы. Она успешно выполняет задачи опытно-боевого дежурства. Выполнены практические полеты экспериментального разведывательно-ударного беспилотного комплекса большой дальности «Охотник», превосходящий зарубежные аналоги. С 1 декабря на боевое дежурство заступила уникальная РЛС загоризонтного обнаружения. Она способна вскрывать массовые взлеты авиации и пуски крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых. Заключены долгосрочные контракты на поставку воздушно-космические силы 76 самолетов Су-57 и более 200 современных боевых вертолетов, что позволило снизить закупочные цены на 20% и гарантировать загрузку предприятий до 2028 года. Впервые в современной истории России для военно-морского флота одновременно ведется строительство 22 кораблей дальней морской зоны. В текущем году заложены 5 кораблей, в следующем году еще 8. Решается вопрос сокращения сроков их строительства и оснащения высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В Сирии в боевой работе проверили вертолеты Ми-28НМ, беспилотные летательные аппараты «Находец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения, истребителя Су-57. Перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт военной техники позволили повысить уровень исправности в вооруженных силах до 95%. В то же время остро стоит вопрос с исправностью учебной авиации.
которой он составляет 58%, а по самолетам Як-130 – 56%. Принимаем активные меры по исправлению ситуации. Завершены в полном объеме мероприятия по передаче 107 ремонтных предприятий в оборонно-промышленный комплекс и государственную корпорацию «Ростех». Принципиально новые технологии и образцы вооружения, разработанные в военном технополисе «Эра», уже применяются в повседневной деятельности войск. Свою эффективность показали 4 научно-производственные роты. Эту практику считаем необходимым распространять на все оборонные предприятия. Уникальными исследованиями в оборонной сфере занимаются военнослужащие 17 научных рот. Ими внедрено 1584 разработки, зарегистрировано 135 изобретений, после службы 912 из них стали офицерами или получили работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. За 5 лет функционирования Национальный центр управления обороной, суммарная производительность его вычислительных средств увеличена в 8 раз. Объем хранимых защищенных данных вырос в 16 раз, что позволяет контролировать все виды деятельности вооруженных сил, начиная с повседневной и заканчивая боевым управлением. Центр также в полном объеме осуществляет круглосуточный мониторинг выполнения государственного оборонного заказа. Для повышения эффективности исполнения гособоронзаказа в рамках единой информационной системы расчетов по государственному оборонному заказу применяется методика раздельного учета результаты финансово-хозяйственной деятельности исполнителей государственного оборонного заказа. Это позволило сократить дебиторскую задолженность в 2,5 раза, снизить цены на вооружение и технику, повысить объемы и поставку их в войска. Решения по перевооружению армии и флота, принятые вами, товарищ Верховный Главнокомандующий, на совещаниях в Сочи выполняются без срывов. Уточнен типаж вооружения и техники, снижены закупочные цены, функционирует единая информационная система контроля гособоронзаказа. В то же время, на фоне ежегодно растущих расходов Соединенных Штатов и других стран военный бюджет России на протяжении нескольких лет остается практически неизменным. Если в 2018 году мы находились на 7-м месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем году на 8-м месте, а в следующем году будем уже на 9-м. При этом сохраняются набранные темпы перевооружения войск, создание современной военной инфраструктуры, а также решение задач социальной защищенности военнослужащих. А повышение готовности войск к выполнению задач по предназначению. Возрос уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава. Всего за год в вооруженных силах было проведено свыше 18,5 тысяч учений и тренировок различного уровня. Выполнена задача по увеличению показателей налета и наплаванности. Проведены 2 внезапные комплексные проверки боевой готовности с участием военных округов, видов и родов вооруженных сил. Самым масштабным мероприятием подготовки войск стало стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019». К нему привлекались воинские формирования 7 иностранных государств, ОДКБ и ШОС. Военно-морским флотом проведено межвидовое учение «Океанский щит». Созданная группировка продемонстрировала способность эффективно выполнять задачи по защите наших национальных интересов в акваториях Балтийского, Северного морей и в северо-восточной части Атлантического океана. С каждым годом возрастает интерес зарубежных стран к армейским международным играм, ставшим важнейшей составляющей частью боевой подготовки. Конкурсы игр проводились уже в 10 странах с участием команд из 39 государств. Впервые на территории Индии, Узбекистана и Монголии. Для повышения уровня боевой подготовки войск и проведения игр за 5 лет дополнительно модернизированы 82 полигона. Провели 42 учения с зарубежными коллегами. Наиболее значимыми из них стали российско-китайские учения «Морское взаимодействие» и российско-индийские «Индра». Продолжаем формировать профессиональную армию. Синхронно с поступлением в войска технологически сложного вооружения увеличивается количество контрактников, подготовленных для ее эксплуатации и боевого применения.
При этом пропорционально снижается потребность в призыве граждан на военную службу. В этом году проведена аттестация всех контрактников, в ходе которой выявлены и уволены профессионально непригодные военнослужащие. Продолжаем повышать требования к отбору и уровню подготовки контрактников. В настоящее время более 70% из них имеют профессиональное образование. Одновременно осуществляется их материальное стимулирование и улучшение условий службы. В 2019 году в войска направлено более 14 тысяч офицеров-выпускников. Это уже второй полноценный выпуск из наших вузов. Система военного образования вышла на требуемую емкость подготовки и в состоянии обеспечить потребности армии в квалифицированных военных кадрах. Уровень укомплектованности офицерами доведен до 95%, и средний возраст составляет 35 лет. Офицерский корпус отличает высокие морально-волевые качества и профессионализм. Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% военно-морского флота, 98% военной полиции, 78% инженерных войск. Поддерживается высокий конкурс «Военные вузы». В этом году он доходил до 18 человек на место. Наращивается электронная образовательная среда. За 3 года количество базовых электронных учебников увеличилось в 3 раза. Принятое президентом Российской Федерации решение по индексации денежного довольствия поддерживает его размер на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики. Также предусматривается ежегодная индексация военных пенсий. Поставленная Верховным Главнокомандующим задача по обеспечению местами в детских садах и трудоустройству жен военнослужащих, как и в прошлом году, полностью выполнена. Почти 5000 детей военнослужащих пошли в дошкольные учреждения, устроены на работу более 900 жен. Этот вопрос для нас остается приоритетным. В текущем году 15,5 тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь. За 3 года уровень заболеваемости военнослужащих снизился на 15%, а по наиболее актуальной патологии болезням органов дыхания на 23%. Для военнослужащих отдаленных гарнизонов проведено 765 экстренных и плановых телемедицинских консультаций. Обустройство войск. Запланированные мероприятия обустройства войск в 2019 году выполнены в полном объеме. Завершены работы по строительству и конструкции, капитальному ремонту 3750 зданий и сооружений общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Возведение инфраструктуры осуществляется синхронно со сроками поступления в войска, вооружения и военной техники. 75% всех объектов строительства строятся по типовым проектам, что позволяет сократить вдвое сроки и снизить стоимость проектных работ. Всего в интересах сил и средств ядерного сдерживания в текущем году построено более 650 зданий и сооружений. Завершена реконструкция 19 аэродромов, на них введено в эксплуатацию более 230 зданий и сооружений. За 5 лет на космодроме Плесецк построены 2 стартовых комплекса для легкого ракетного и тяжелого классов семейства «Ангара». Проведена реконструкция стартового комплекса для ракеты «Союз-2». С новых стартов, введенных в этом году, проведены первые пуски. Идет строительство объектов Каспийской флотилии. В военных медицинских учреждениях завершено строительство более 100 зданий и сооружений. Продолжено возведение военных госпиталей в Пензе, Южно-Сахалинске и Владикавказе. Из необходимых нам 140 лечебных учреждений до 2030 года осталось построить 23. В том числе в следующем году завершим строительство 9. В полном объеме выполнена программа создания сети президентских кадетских училищ. Завершающим этапом стал ввод в этом году такого учебного заведения в Кемерово. В Санкт-Петербурге приступил к работе филиал пансиона «Воспитанниц» Министерства обороны. В следующем году открыть филиал Нахимовского
военно-морского училища откроем, филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Тем самым завершим развитие данной филиальной сети. Начали работу спортивный комплекс в Уссурийском Суворовском училище и Ледовый дворец в Нахимовском военно-морском училище. Всего в вооруженных силах действует более 50 ледовых катков и столько же бассейнов. Всего нам требуется 55 бассейнов, до 2025 года осталось построить 4. Таких же показателей достигнем и по ледовым каткам. Что касается обеспечения военнослужащих жильем, полностью выполнены планы по постоянному жилью. За текущий год его получили 7 тысяч военнослужащих, из них 1900 квартиры, 5100 жилищную субсидию. В 2019 году служебное жилье еженедельно получали около 600 военнослужащих. Всего обеспечено более 33 тысяч семей. В специализированный жилищный фонд включено более 41 тысячи жилых помещений. С учетом увеличения размера компенсации за поднаем до реального уровня сократилась потребность в строительстве служебного жилья и расходах на его эксплуатацию и содержание. Кроме того, в судебном порядке возвращены в жилищный фонд и заселены семьи военнослужащих 17 тысяч квартир. 300 тысяч военнослужащих являются участниками накопительной ипотечной системы. Из них около 110 тысяч уже приобрели постоянное жилье в избранном месте жительства. Решена многолетняя проблема по военнослужащим, состоящим в распоряжении до обеспечения жильем. Перед ними полностью выполнены все социальные обязательства. Напомню, что 5 лет назад было порядка 61 тысячи распоряженцев, а сегодня их всего 47 человек. Ввод в строй первого производственно-логистического комплекса НАРА позволит расформировать позволит расформировать 7 неперспективных, устаревших баз и складов. За счет привлечения частных инвестиций началось строительство ПЛК в Архангельске, и в следующем году предусматривается в Севастополе и Владивостоке. Все ракеты и боеприпасы с 79 объектов хранения, дислоцированных в черте населенных пунктов и вблизи опасных производств, были выведены, размещены во вновь построенных современных хранилищах. Нефтяными компаниями за собственные средства на аэродромах вооруженных сил введено в эксплуатацию 12 топливозаправочных комплексов, осуществляется строительство еще 5. Общий объем инвестиций нефтяных компаний уже составил 18 миллиардов рублей в 2020 году, ими будет проинвестировано еще 3 миллиарда. В исполнение поручения Верховного Главнокомандующего для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали от Инды до Комсомольска на Амуре Министерство обороны совместно с администрацией президента прорабатывается вопрос создания 5 железнодорожных бригад вне численности вооруженных сил. Продолжается развитие объектов военной инфраструктуры в Арктике. Всего с использованием инновационных технологий построено 590 объектов общей площадью более 720 тысяч квадратных метров. Для размещения подразделений дивизии ПВО Северного флота в Тикси завершено возведение первоочередных объектов военного городка общей площадью 4600 квадратных метров. На острове Земля Александры в полном объеме обустроен военный городок. Нагурская. В поселке Белушья Губа, архипелага Новая Земля, завершена реконструкция школы, которая обеспечила комфортные условия обучения для всех детей военнослужащих. С опережением графика на 1 год выполнены мероприятия по ликвидации экологического ущерба Арктики на территориях размещения войск. Очищено более 113 тысяч квадратных километров, собрано 23 тысячи тонн металлолома, 18 600 вывезено. На архипелаге Новая Земля методом подрыва утилизированы 453 здания, подлежащие сносу. В следующем году мероприятия по экологической очистке будут продолжены на мысе Море-Сале, архипелаге Новая Земля, островах Кильдин и Врангеля. Продолжается реализация программы «Эффективная армия». За 6 лет
добились сокращения дефицита базовых показателей по статьям материально-технического и коммунального обеспечения в условиях постоянного повышения цен на эти услуги, что позволило в полной мере выполнять возложенные на Министерство обороны задачи. Считаем необходимым расширение участия Министерства обороны в национальных проектах. Системный подход к подготовке и проведению отопительных периодов позволил в 6,5 раз уменьшить количество аварийных ситуаций. Совместно с компанией «Новотек» и другими коммерческими компаниями реализуется пилотный проект по перевооружению котельных на сжиженный газ. Ожидаемая годовая экономика только по 4 котельным составит 370 миллионов рублей в год. Передали в собственность субъектов Российской Федерации 32 тысячи объектов, не востребованных Министерством обороны, сократив собственные расходы на их содержание на 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Выполнение задач за рубежом. Для обеспечения военного присутствия в стратегически важных районах в текущем году осуществлено 48 полетов стратегических ракетоносцев. В июле впервые выполнено совместное патрулирование российских и китайских стратегических бомбардировщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В октябре ракетоносцы Ту-160 совершили полеты с использованием аэродромов Южноафриканской Республики. Кораблями военно-морского флота России выполнено 111 походов в арктическую зону, Центральную и Северную Атлантику, бассейн Карибского моря, а также пиратоопасные районы Аденского залива. Российские корабли также принимали активное участие в совместных учениях в Юго-Восточной Азии и Индийском океане. Российские военнослужащие выступают гарантом сохранения мира в Сирии. Авиация воздушно-космических сил России в настоящее время совершает в среднем 2-3 полета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований. Напомню, что в 2015-2017 годах при проведении операции наша авиация выполняла в среднем 80-90 вылетов в сутки. Всего в Сирии мы опробировали 359 образцов современного вооружения. Военнослужащие Российского центра по примирению враждующих сторон провели более 2000 гуманитарных операций. Военные медики оказали помощь 109 тысячам мирных жителей. Сирийские власти при активном участии российских военнослужащих ведут программу по восстановлению мирной жизни и возвращению беженцев. Всего с 2015 года в места прежнего проживания вернулось около 2 миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц. Сегодня в местах дислокации российской группировки войск в Сирии развернута современная военная и социальная инфраструктура. В этом году на аэродроме Хмеймим введены в эксплуатацию защищенные укрытия для оперативно-тактической авиации. В Тартусе завершено строительство современного судоремонтного комплекса. Российские военные объекты надежно прикрыты системой ПВО и комплексами радиоэлектронной борьбы. Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов. Сирийские ПВО с 2015 года отразили 83 воздушных удара сил коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, а также Израиля и ударов террористов. При этом они уничтожили 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиационных бомб и 25 беспилотников. В отличие от комплексов «Патриот» Саудовской Аравии, российские ПВО сбивают не менее 72% высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов в каждом массированном ударе. При этом наряду с современными российскими панцирями и буками основу противовоздушной обороны Сирии составляют устаревшие советские С-75, С-125 и С-200, восстановленные и модернизированные при участии российских специалистов. На наших базах за рубежом для военнослужащих, членов их семей возводится современная военная и социальная инфраструктура. В этом году на полигоне 201-й военной базы в Таджикистане заступил на опытно-боевое дежурство зенитно-ракетный дивизион С-300ПС с российскими расчетами.
Данная система может быть передана через 2 года вооруженным силам Таджикистана после завершения обучения их специалистов. В сфере военно-технического сотрудничества приоритетными партнерами для нас оставались Китай, Индия, Египет, Алжир и Вьетнам. Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС. Важным мероприятием в сфере развития международного военно-технического сотрудничества стал Международный военно-технический форум «Армия-2019». По своим основным показателям он значительно превзошел прошлогодний форум. Сумма заключенных государственных контрактов превысила 1 триллион рублей. За 5 лет форум стал крупнейшей выставкой вооружения в мире. Ежегодную Московскую конференцию по международной безопасности посетило рекордное количество делегатов, более 1000 из 111 стран и 7 международных организаций. Военно-политическая работа. Военно-политические органы совместно с командующими и командирами способствовали поддержанию высокого уровня морально-психологического состояния войск. Продолжаем формировать и восстанавливать для них систему подготовки кадров. Увеличивается количество задач, стоящих перед военно-политическими органами. Они приобретают все большую и большую актуальность. Министерство обороны находится в авангарде военно-патриотического воспитания молодежи. Сегодня движение «Юнармия» охватывает все субъекты Российской Федерации и объединяет более 600 тысяч подростков. Очевидно, что необходимо повышать эффективность работы региональных отделений «Юнармии». Считаем целесообразным предложить главам субъектов более активно заниматься данной деятельностью. По поручению Верховного Главнокомандующего приступили к развертыванию круглогодичных учебно-методических центров «Авангард». В следующем году они появятся и начнут работу в Московской области и в Москве. А в Нижнем Новгороде центр введен в строй уже в этом году. Надеемся на активную работу всех субъектов Российской Федерации. Во знаменование 75-й годовщины Великой Победы будет освящен и открыт главный храм Вооруженных сил. В музейном комплексе «Дорога памяти» впервые в мировой истории увековечивается память 33 миллионов участников Великой Отечественной войны, размещаются сохранившиеся фотографии и фронтовые письма. Спланирована передвижная патриотическая акция «Эшелоны Победы», которая пройдет на территории военных округов и Северного флота по 6 маршрутам с охватом городов-героев. В День Победы будут проведены военные парады в 28 городах и торжественные мероприятия с участием войск в 447 населенных пунктах. Праздничные артиллерийские салюты запланированы в 68 городах Российской Федерации. Товарищ Верховный Главнокомандующий, все задачи, определенные на 2019 год, вооруженными силами выполнены, обеспечено повышение боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Выявленные проблемные вопросы и пути их решения учтены в плане деятельности Министерства обороны на 2019-2025 годы. В 2020 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. В стратегических ядерных силах поставить в РСН на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард». Завершить модернизацию на предприятиях промышленности 6 стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег». Вооруженный баллистическими ракетами «Булава», всего их будет 7. Что касается сил общего назначения, поставить сухопутные войска, береговые войска военно-морского флота и воздушно-десантные войска, 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, 2 дивизионных комплекта БУК-М3, сформировать 11 соединений и воинских частей. Воздушно-космические силы и военно-морской флот. Поставить 106 новых и модернизированных летательных аппаратов. 4 полковых комплекта зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф»
и 6 дивизионных комплектов комплекса «Панцирь». Осуществить запуск 4-го космического аппарата единой космической системы. Обеспечить повышение уровня исправности авиационной техники до 80% за счет заключения госконтрактов по стоимости летного часа и перехода к перспективной системе инженерно-авиационного обеспечения войскового ремонта. В боевой состав военно-морского флота ввести 14 кораблей и боевых катеров, 3 подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения. Поставить войска 1 береговой комплекс «БАЛ». Завершить строительство объектов инфраструктуры базирования ракетных подводных лодок стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах. Внедрить проектный метод управления созданием, строительством и модернизацией кораблей военно-морского флота. Выйти на оснащенность вооруженных сил современным вооружением и техникой 70%, выполнив поручения, данные в майских указах президента Российской Федерации в 2012 году. Исправность вооружения и техники поддерживать на достигнутом уровне. Провести 19 200 различных учений и тренировок, в том числе стратегические командно-штабные учения в Кавказ-2020. Ввести в эксплуатацию 3200 зданий и сооружений, синхронно со сроками поступающего войска вооружения и военной техники. Продолжить реализацию программы «Эффективная армия». Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с вашими поручениями в следующем году будет продолжен поступательный курс на развитие вооруженных сил и повышение их качественного состояния. Подробные итоги деятельности обсудим в ходе закрытой части заседания коллегии. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемые коллеги. В завершение буквально несколько слов скажу по вопросам, не связанным напрямую с тем, что мы сегодня обсуждаем, хотя так или иначе имеющим к этому отношение. И начну с истории, ведь мы совсем недавно, вы, наверное, заметили, я встречался со своими коллегами, с руководителями стран СНГ, то есть с руководителями тех государств, которые совсем недавно составляли нашу общую родину, наше общее государство, которое противостояло гитлеровской Германии во Второй мировой войне и победила в Великой Отечественной войне. И говорил я там о том, что, а мы это отмечаем уже давно, что в некоторых странах, наших соседях, в Европе, да, и за океаном, частенько пытаются извратить историю, придумывают просто какие-то невероятные сценарии развития ситуации в мире, в Европе перед началом Второй мировой войны. И вот как логическое завершение этому процессу совсем недавно и наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую даже говоря о том, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред. Я вот время не пожалел, попросил коллег подобрать некоторые материалы в архивах, посмотрел их. Неполный перечень этих документов я представил моим сегодняшним коллегам, руководителям стран СНГ. Я там уже это говорил, так вскользь, у нас не было особенно времени, да и сейчас не то место, где нужно об этом говорить подробно. Тем не менее, я несколько слов скажу, а потом, как, может быть, вы заметили, я обещал это и сделаю, статью соответствующую подготовлю. СССР был последней страной в Европе, который подписал пакт о ненападении с Германией. Последний. Все остальные ведущие страны Европы это сделали до СССР. Да, пакт Молотова-Риббентропа, Риббентроп, напомню, министр иностранных дел Германии, Молотов тоже в это время был министром иностранных дел и председателем Совета министров. Да, он был подписан, и там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым. Все
все сделали то же самое. Начиная с 1938 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них был договор, с Францией был договор о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии. Но что сделали другие государства, та же самая Польша? Они вступили в сговор фактически с Гитлером. Прямо это видно по документам, по архивным документам. Еще вопрос, были там какие-то секретные приложения или не были, это не важно. Важно, как они действовали. Действовали точно в сговоре. Просто документы, как они вели переговоры. А на так называемой Мюнхенской конференции Гитлер прямо представлял интересы Польши, отчасти Венгрии. Прямо представлял интересы. А потом еще полякам сказал: вы знаете, трудно было отстаивать ваши интересы. У нас это все в документах есть. Слава Богу, у нас достаточно архивных документов, доставшихся нам как трофеи еще из европейских стран после Второй мировой войны. Но это ладно. Что меня, честно говоря, вот задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос. Гитлер сообщил и министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, ну, в колонии. Представляете, 1938 год выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание, на уничтожение. На что посол в Польше ему ответил. А потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку. Когда я это услышал, сказал он, пишет, я ему ответил, фюреру он ответил, Гитлеру, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве. И пишет он своему патрону, министру иностранных дел, видимо, в расчете на поощрение. Так бы просто не стал писать. Значит, я не буду сейчас вдаваться в детали, но во всяком случае еще раз хочу подчеркнуть, у нас достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом. Но хочу вот что только отметить, что именно такие люди, которые тогда вели переговоры с Гитлером, именно такого сорта люди сегодня сносят памятники воинам-освободителям, воинам Красной Армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма. Вот это их последователи. В этом смысле, к сожалению, мало чего изменилось. И мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших вооруженных сил. Значит, в этой связи хотел бы вот что сказать. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Вот обратите внимание, ни Советский Союз, ни Россия, мы никогда не стремились создавать угрозы для других стран. И мы всегда догоняли. Атомную бомбу создали США, и Советский Союз только догонял. Средств доставки носителей ядерного оружия у нас тоже не было. Не было стратегической авиации. Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальных дальностей фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял. На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории. Догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более. У нас уже в войсках стоят и гиперзвуковые комплексы «Кинжал» авиационного базирования. Уже в войсках стоят лазерные боевые комплексы «Пересвет». Вот министр только что в своем выступлении
сообщил, что мы начали оснащать первый полк РВСН новейшим гиперзвуковым межконтинентальной дальности комплексом «Авангард». У нас по плану идут работы по другим системам, по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности «Сармат», по гиперзвуковой ракете «Циркон» и наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату «Посейдон», по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник». Ну, на вооружении стоят и другие комплексы, включая те, которые были хорошо апробированы и прошли боевое крещение на различных учениях и в боевых условиях в Сирии. «Буревестник». Этот самый крылатая ракета «Калибр». Значит, есть и другие средства. О них меньше говорят, но они есть, они поступают в войска и работают. В этой связи я вот что хотел бы сказать. Несмотря на то, что мы тратим гораздо меньше денег, чем другие страны мира, мы на 7-м месте на данный момент. Вот министр сказал, на 9-е даже можем там отойти. Но это не значит, что мы готовы пойти на то, чтобы понизить нашу боеготовность. Нет. Все, что мы делаем, это работа по плану. На одной из коллегий я сказал, сознательно сказал, и, может быть, кто-то из присутствующих запомнил, и я бы хотел воспроизвести то, что мне было сказано. Сказал не случайно. Сказал, потому что в этом наше конкурентное преимущество и в этом наша возможность сохранять нужный нам уровень обороноспособности России. За счет чего мы можем, должны и будем идти впереди. Я дословно тогда сказал, за счет мозгов, за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на основных главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства. Я вас прошу именно таким образом строить работу и в наступающем 2020 году. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Успехов. Спасибо. Знамя 104-й десантно-штурмового полка внести. Указом президента Российской Федерации за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач, награждены орденом Ушакова Краснознаменный Северный флот.
орденом Суворова командование дальней авиации. Орденом Кутузова 104-й гвардейский десантно-штурмовой краснознаменный полк. Товарищ офицеры! Товарищ офицеры! Уважаемые товарищи, приглашенные, спасибо за работу. Министерство обороны, перерыв 10 минут, но находиться всем в зале, а командующий войсками округов Северным флотом на встречу с Верховным главнокомандующим.